Как сохранить и приумножить? И есть ли альтернатива банковскому депозиту и покупке недвижимости на рынке инвестирования? Об этом и не только. Мы сегодня поговорим в ток-шоу «Харже» в студии Арман Ижанов. Здравствуйте. И разрешите мне представить своих гостей. Это Шолпан Айнабаева, участник МФЦ, председатель правления SkyBridge Invest, а также Азамат Иришев, председатель правления инвестиционной компании SB Capital. Здравствуйте, Шолпан, здравствуйте, Азамат. Спасибо, что нашли время для беседы с нами. Первый вопрос у меня к Азамату. Азамат, на сегодняшний день у населения, у казахстанцев сложилось такое стереотипное и традиционное поведение инвестирования. Люди в основном, простое население, идут в банки, кладут деньги на депозиты или покупают какую-то недвижимость. В этом плане вот МФЦ поможет ли увеличить ассортимент продуктов и инструментов для инвестирования простым населением в фондовый рынок, а также что делает МФЦ в плане вовлеченности населения в фондовый рынок? Да, вы правы. Казахстанцы, как инвесторы, имеют огромный нереализованный потенциал. Так получилось, что свободные денежные средства наших граждан в основном преимущественно размещены в недвижимость, банковские депозиты, и они являются самыми крупными объектами инвестирования и сбережений. Но относить только на сторону населения низкую инвестиционную культуру, наверное, нельзя, хотя бы в силу того, что для населения рынок мировых ценных бумаг, можно сказать, технически был и недоступен. Создание высокотехнологичной биржи МФЦ, интегрированной в международные учетные системы, такие как Евроклир, Clearstream, такую возможность сегодня и предоставили. Также стоит отметить, что, конечно, кроме инвестиций в международные ценные бумаги, МФЦ — это также хорошая площадка и возможность для локальных розничных инвесторов, которые в перспективе могут принимать участие и в программе приватизации государственных активов, которые также планируется реализовывать на площадке МФЦ. Спасибо большое, Азамат. Шолпан, вот как раз-таки Азамат затронул тему арбитража и суда МФЦ. На ваш взгляд, изначально, когда создавался Международный финансовый центр, было выбрано английское право. На ваш взгляд, вот эта вот тактика и политика, как повлияет на инвесторов? Придут ли больше инвесторов? И обеспечивает ли наличие английского права, суда и арбитража защиту прав инвесторов? Применяемое английское общее право, оно в первую очередь будет защищать права собственности инвесторов, которые будут приобретать инструменты, те или иные инструменты на площадке МФЦ. Применяются международные стандарты, которые используются у различных финансовых центров, таких как сингапурский, дубайский. За основу к листинговым правилам, то есть к раскрытию, к сохранности всех сведений применяются стандарты, которые применяются на таких известных биржах, как лондонская биржа, и требования УКЛА, это как английской комиссии по ценным бумагам. Я думаю, что вот эти высокие стандарты и это право, оно должно защитить и дать комфорт иностранным инвесторам, которые должны привести свои средства для того, чтобы вдохнуть импульс в наш рынок. И в то же время нашим казахстанским инвесторам, которые будут торговать на рынке, они должны тоже дать комфорт, что их права собственности защищены такими высокими стандартами. Хорошо, спасибо большое. Азамат, недавно ваша компания анонсировала создание инвестфонда, который будет использовать алгоритм управления активами. Что это такое, можете рассказать? И что это за фонд будет? Наверное, правильно будет начать с того, что наша компания SkyBridge Invest одна из первых, которая определила для себя деятельность на МФЦ как одно из перспективных бизнес-направлений. В июле 2017 года мы создали в столице филиал
и позднее получили лицензии для полноценной работы в качестве участника Международного финансового центра Астана. В свою очередь, МФЦА одним из приоритетов своего развития обозначил управление благосостоянием частных лиц. Для этого были внедрены все необходимые механизмы по защите инвестиций, основанные на принципах, нормах и прецедентах английского права. Поскольку SkyBridge еще с 2003 года уже имел опыт первой управляющей компании в Казахстане, запустившей паевые инвестфонды, то с открытием МФЦА мы, в принципе, были готовы использовать свой положительный опыт и стать дебютантами запуска нового инвестиционного фонда на МФЦА. В 2017 году мы приступили к тестированию прописанного алгоритмического кода для управления инвестиционными портфельными стратегиями. И на сегодняшний день, скажем так, на май 2020 года историческая кумулятивная доходность на собственном портфеле у нас составила 43% в валюте. При достаточно низком уровне риска, взятом всего лишь 8% относительно этой доходности. Такой продукт надо масштабировать, сделать его доступным и через запуск инвестиционного фонда. Таким образом, благоприятный режим Международного финансового центра Астана, а также положительный опыт SkyBridge Invest позволили нам создать беспрецедентный фонд, применяющий алгоритмические стратегии при портфельном управлении. Шолпан, хотел у вас спросить, что такое все-таки вот алгоритмический подход? Можно более детальнее рассказать об этом подходе, чем он отличается от предыдущих или традиционных вариантов управления? Азамат, когда анонсировал сейчас открытие нашего фонда, как раз уже рассказал промежуточно о тех итогах, которые были достигнуты. Скажем, я уже расскажу более углубленно о составляющих стратегии. В 2017 году одним из участников нашей команды был, разработан алгоритмический код, который позволяет определять структуру портфеля. И эта структура портфеля определяется, не классическими методами, а с применением математических методов, взятые за основу 3 достаточно высоколиквидных инструмента: индекс S&P, американские государственные бумаги US Treasuries и золото. И алгоритм математически рассчитывает долю каждого инструмента на каждый момент движения рынка. То есть в моменты, когда рынок на самом деле движется вверх, наша стратегия увеличивает долю индекса S&P. В те периоды, когда рынок движется вниз, то в портфеле увеличивается доля защитного инструмента государственных бумаг США. В периоды неопределенности растет доля золота и наличных денег. Таким образом, наша стратегия, она физически не завися от эмоциональных мнений, от времени, которое необходимо для принятия решения, автоматически принимает решение о том, каким должен быть портфель в тот или иной момент движения рынка. И сама автоматически принимает решение о ребалансировке, сбрасывает часть какого-то финансового инструмента и приобретает вместо него другой. Алгоритмическая стратегия наша называется Sigma-Leon, у нее есть уже свое собственное имя, она апробирована. И нужно сказать, что эта стратегия фактически является катализатором успеха в периоды роста рынка и в то же время позволяет спасти портфель от сильного проседания в периоды падения рынка. А Шолпан, хотел уточнить один вопрос. Но решение принимает человек все-таки или система сама понимает, как все делать?
Ну, то есть она Человек- подсказывает вот, какая на сегодняшний день или на данный момент ситуация и что надо делать. Она просто, система подсказывает или сама же и принимает решение делать то или иное действие? Или все-таки за человеком остается последнее слово? Нет, человеческий фактор здесь присутствовал только в момент написания самого алгоритмического кода. Затем все решения уже о движении, о ребалансировке долей в портфеле, все они принимаются алгоритмом. Понятно, спасибо большое. Азамат, в чем конкретно заключается качественное отличие вот этой схемы от предыдущих? И есть ли в нем сходство какое-то с бизнес-интеллигенс? Или это совсем другая как бы область? Да, вы абсолютно правильно затронули этот вопрос. Как раз таки вот эта машина, скажем, она и создавалась, да, как именно самообучающийся, саморазвивающийся продукт. И на сегодня, естественно, основное отличие представлено в том, что здесь все решения принимаются машиной. Они безупречные. Во-первых, по скорости, понятно, машина может быстро и точно реагировать на любые изменения рыночных трендов, автоматически ребалансировать состав портфеля из заданных параметров принимаемого риска без абсолютного вмешательства человека. То есть, если так, наверное, скажем, на пальцах основные моменты перечислить преимущества этой машинки алгоритмической, то это что она делает? Во-первых, облегчает процесс инвестирования для клиента, то есть инвестор фокусируется только на выборе уровня риска, не озадачиваясь, куда, во что важно принять уровень риска, на который он готов пойти. А состав портфеля уже будет определяться алгоритмическим кодом прописанным. Затем ограничивается риск. Риск за счет того, что там задействованы сложные механизмы контроля риска. Контроль риска выравнивает портфельный риск за счет распределения портфеля между рисковыми и хеджирующими компонентами. Вот это важно. И я думаю, третье важное — это, наверное, снижение вообще влияния человеческого фактора. Процесс торговли становится полностью автоматическим и исключается риск принятия эмоциональных решений. Как правило, это ручные ошибки в цифрах, физическая усталость в нашей ситуации. Это, к сожалению, в основном преимущественно во время ночных торгов, когда биржи американские открыты, у нас это уже глубокая ночь. И вот эти три фактора, я думаю, они делают преимущественной торговлю алгоритмические стратегии при портфельных инвестициях гораздо удобнее и однозначно прогрессивнее, чем ранее, когда использовался, был, скажем так, человеческий фактор. То есть, получается, вот эта система, она как можно считать как big data, да? Она, прежде чем принять то или иное решение и действовать, она должна же собрать какие-то исходные данные, она это делает? Да-да, вы совершенно правы. Здесь как раз и вот то, что вы говорите, все последние тренды, скажем, и были использованы и machine learning, и artificial intelligence, и big data. Да, программист в 2017 году это все заложил. Есть определенные инпуты из финансовых источников, конечно, преимущественно это Reuters, Bloomberg и другие международные финансовые источники, которыми машинка подпитывается, информацию откуда она берет. И таким образом, самообучаясь, она развивается, она видит, что делать правильно, неправильно, и из года в год мы видим по ее результатам, что она сегодня уже по прошествии 4 лет, скажем, стала просто совершенной, идеальной. Показателем тому является, я думаю, последний вот этот кризис, когда машинка успешно ее проскочила, не потеряв деньги инвесторов. Спасибо. Прямое доказательство.
Я у Шолпан хотел спросить касательно вот прикладных или практических, да, бонусов или, как сказать, преимуществ этой системы. Вот вы уже какое-то время используете его. Каковы его результаты? Насколько сократились там потери, что ли, или ошибки в выборе портфеля и инструментов инвестирования? Ну, в первую очередь хочется сказать, что после того, как данная стратегия была представлена нашим сотрудникам на наш суд, мы провели бэк-тест. И проверили, как бы, значит, этот алгоритм сработал бы в каком-то обозримом прошлом. И мы убедились, что результаты у него были ошеломительно позитивными. И в первую очередь этот алгоритм был апробирован на собственном портфеле SkyBridge Invest. То есть в него вложены живые деньги. И вот эта доходность кумулятивная, о которой говорил Азамат ранее, 44% с ноября 2017 года, она фактически реально деньгами получена на наш собственный портфель. С лета 2018 года мы стали предлагать наш код нашим клиентам на индивидуальном обслуживании, находящимся у нас. И все наши клиенты получили также положительные высокие результаты. В среднем годовая доходность варьирует от 15 до 16%. Если на данный момент я точно могу сказать, что 43,99 — это кумулятивная доходность начала, и среднегодовая доходность — это 15,4% за год. И эту доходность уже имеют наши клиенты, которые на индивидуальных портфелях пробовали этот алгоритм. И после этого мы приняли решение, что такой подход к портфельному инвестированию должен быть масштабирован. И наиболее удобная форма для него — это создание фондов. То есть на самом деле как бы для любого инвестора гораздо проще получить сервис, когда он входит в фонд, нежели если будет для него создаваться индивидуальный портфель. И таким образом нами было принято решение о создании фондов. Фонд имеет ряд преимуществ. То, что как бы площадкой для создания этого фонда была выбрана МФЦА, это также говорит именно, наш выбор именно вышел, связан с тем, что МФЦА применяет высокотехнологичные способы, интегрированы в международные учетные системы, что очень важно для нашего алгоритма, а также те налоговые преференции, которые получат вкладчики нашего фонда, они тоже как бы являются очень существенным бонусом, который нам дал МФЦА. Кроме этого, из таких цифр, да, можно отметить, которые характеризуют нашу стратегию, что коэффициент Шарпа, так называемый коэффициент Шарпа, который точно поймут профессионалы, которые занимаются портфельным управлением, он составляет у нашего алгоритма 1,43. Вообще в теории портфельных управляющих коэффициент Шарпа, превышающий единицу, считается уже как бы характерным для очень успешной стратегии. Шолпан, этот инвестфонд, он будет аккумулировать в себе средства ваших партнеров или клиентов, а потом выбирать политику инвестирования уже на фондовом рынке, да, я так понимаю? Нет. В данном случае наш фонд — это уже стандартизованный инструмент, который использует вот эту стратегию Сигмалиона, о которой мы уже говорим. Сам наш фонд называется SkyBridge Adamant. Стратегия называется Сигмалион. И клиентам будет предложено именно как бы в зависимости, то есть стандартизованные, они не смогут какой-то выбирать отдельный для себя, значит, там, набор инструментов, да, или какую-то стратегию. То есть им будут предложены стандартные типы классов, которые у нас представлены в нашем фонде. Понятно, спасибо большое. Азамат, а какие преимущества предоставляет вот ваш фонд инвестора? Вот Шолпан частично затронула, но получается,
Портфель, он уже сформирован, и эти портфели только человек, ну или инвестор может выбирать, да? А варьировать эти портфели, внутри портфеля какие-то инструменты он не может. Да, вы правильно задаете вопрос. Вот после того, что рассказала Шолпан, коллега, более так очень детально, с коэффициентом ratio, с уровнями риска и так далее. Я думаю, наверное, для клиентов здесь большое преимущество будет в том, что не надо, скажем так, заморачиваться, и достаточно просто выбрать степень, уровень риска, который клиент, инвестор готов принять. То есть в основе там будет, наверное, такой средний умеренный риск — это около 8%, 10% это повышенные риски, 6% это низкий риск. Ну, что такое 8% даже умеренного риска? Это где-то, наверное, соответствует приобретению, наверное, бумаг на так называемом fixed income, то есть уровень, наверное, где-то облигаций, но при доходности 15-16%. То есть если представить, да, что это в 2 раза больше есть возможность заработать, то вот простое преимущество. Но если на самом деле перечислять преимуществ, их много. Кроме этого, конечно, это возможность входить в этот инструмент на более низком пороге. Это где-то $50 000. Так как если мы хотим использовать эту алгоритмическую машину для своего инвест-портфеля индивидуального, то это потребуется где-то порядка $200 000, чтобы машинка могла купить разносторонние, скажем, инструменты финансовые. То есть и ценные бумаги в виде акций и быстро растущих компаний, и облигации, государственные, казначейские займы, и золото, и при этом какую-то часть, наверное, оставлять в кэше для возможности выхода, покупки и так далее. То есть все это делает сама машинка, но единственное, что для нее надо, исходная сумма, чтобы она могла накупить, скажем, закупить правильный портфель для дальнейшего, ну, я бы сказал такой термин, жонглирования, перебрасывания вот этих инструментов, своевременной покупки, продажи. И это будет зависеть, в свою очередь, от состояния рынка. То есть если рынок растущий, то, конечно, надо брать акции растущих компаний, единорогов и так далее. А если рынки проявляют моменты рецессии, спада, то лучше уходить, конечно, в казначейские бумаги, в облигации. Если есть риски, тенденции, угрозы финансового кризиса, то это золото и кэш. И не надо заморачиваться, обо всем этом думает машинка, которая уже, как ранее сказал, она уже достаточно имеет искусственный интеллект, чтобы принимать решения и быстрые, и правильные. Вот это основное преимущество. Исходя из того, что вы сказали, Шолпан, о том, что вы создаете инвестфонд, вот если как-то сделать экскурс в историю независимого Казахстана, в Казахстане появлялись какие-то вот инвестиционные фонды, банки, но они появлялись, потом уходили или закрывались, или это были инвестиционные какие-то компании, которые сопровождали транснациональные компании, которые входили на рынок Казахстана и Центральной Азии, но потом как-то они с уходом материнской компании или компании-партнера, да, тоже уходили. Если более развернутый ответ дать, Азамат, какие еще преимущества есть для инвестиционных компаний в Казахстане, или они предполагаются в перспективе с учетом там, решения Нацбанка, МФЦ, монетарных властей страны?
Да, я вижу, что сейчас происходят какие-то изменения, принимаются какие-то решения, идут обсуждения. Я думаю, сейчас это все еще в процессе, и в масштабах, скажем, правительственных, наверное, будет мне неудобно и, может быть, некорректно что-то комментировать. Я просто могу еще раз сделать акцент на том, что именно на МФЦА все это уже есть. Ну что ж, спасибо большое, Шолпан. Азамат, вам спасибо большое, что нашли время для беседы с нами. Уважаемые телезрители, это было ток-шоу «Харжи». Мы сегодня говорили об уникальных инвестиционных продуктах, которые предоставляет МФЦА. До новых встреч!